Правило чаепития: никаких разговоров ни о чем серьезном, положение тела ровное, спокойное и час свободного времени. То есть, когда мы не запрещаем себе вообще о чем-либо думать. Я всегда мечтала быть арт-директором какого-нибудь классного места. Я честно ждала, я 4 года ждала, когда в Пензе что-нибудь откроется. Я пойду туда арт-директором, администратором и буду счастлива получать там зарплату. Такого места не открылось, пришлось делать свое. Вот. К этому моменту у меня уже был чай как хобби, как увлечение. Чайное дерево, проект держится на моем, наверное, энтузиазме, на энтузиазме людей, которые со мной с самого начала. Мы сейчас до сих пор вчетвером вместе. То есть для российского проекта команда из 4, которая через почти 6 лет до сих пор вместе, это просто вообще нереально. Это очень редко. Это первый чайный, который была на первом адресе внизу Московска. Это было 50 метров. И 3 года мы на 50 метрах как-то веселились. Вот. Через 3 года мы устали от пространства, поняли, что нам нужны большие потолки, большие окна. Психанули и на 200 метров заехали 3 года назад. Проекта чайного на 200 метров больше нигде нет. Еще в России нигде. Обычно как было 50-80 метров. Чайная все эти годы держится на достаточно плотной событийной сетке. Вот, то есть 3 события в неделю. Вот в этом режиме до апреля 2020 года я жила практически 8 лет. То есть в режиме в пятницу чаепитие, в субботу кино, там что-то еще. Чай отличный повод вот повстречаться и посидеть, и как-то вот что-то. То есть у нас есть кофе долго не погоняешь. Специфика города такова, что у нас главный наш конкурент — это не кофейни, не пивные, не бары, не концертные площадки, которых сейчас уже почти не осталось. Это диван и телек. Вот, то есть как-то вот люди, чтобы вот вытаскивались из дома, что-то надо с этим делать. Мы делаем события. Вот, то есть мы что-то вот делаем такое интересненькое, для чего люди придут. Возьмут себя из дома, поднимут и придут сюда, в центр города. Посмотрите вокруг. У нас к чаю прилипло другие группы товаров. У нас прилипли напитки народов мира, маты, кофе, вплоть там от одежды, благовония, косметика. То есть мы просто взяли эту аудиторию, кому интересен чай, и начали еще что-нибудь предлагать постоянно. Плюс еще вот это вот 150 событий в год. Они тоже не проходят бесследно. Каждые полгода мы делаем ремонт, каждые 3 года вот у нас тут переезды, чайные дворики там, и так далее. Вот. То есть мы что-то постоянно придумываем. Все чайные проекты в России, которые я знаю, они выросли на каком-то просто лютом энтузиазме, и либо они переросли во что-то еще, в опт, в продажу через интернет на Россию. Ну, вот ни одной чайной нет успешной, которая бы сидела у себя в городе, и все. То есть они все какие-то вот за пределы выходящие. Мы сейчас тоже начинаем выходить за пределы Пензы. Еще до прихода в чай работал в IT. Вот. У нас там были хорошие зарплаты, и вообще как бы такая работа была немножко другая. Вот. Но я почувствовала силу на собственный проект, и у меня просто, в силу характера, стечения обстоятельств, мне лучше делать что-то свое маленькое, но быть самой себе сама, с меньшими деньгами, чем сейчас идти в какую-то большую компанию, там, играть по чужим правилам. Папа предприниматель, а мама муниципальный служащий. Вот. Может быть, это тоже секрет, откуда взялась вот эта какая-то социальная история во мне, потому что я понимаю тех и других. Я пытаюсь быть общественным пространством, я ездю на сборища организаторов общественных пространств, смотрю, что там, как там. Вот. Везде в России это совершенно индивидуальные разные истории. Чайная является таким местом, за которым люди не переехали. То есть пускай 5 человек, но они остались в этом городе из-за того, что там есть мы и так далее. Вот, если бы таких мест было... Вот, если бы таких мест было 10, то была бы другая какая-то картина. Вот. Нам этот город строить, и там моя импакт-инициатива, которая может быть когда-нибудь там получится, вот это вот какой-то про город, про его развитие. Я люблю Пензу, у меня там была куча возможностей отсюда уехать, и я уезжала, и возвращалась, и что-то мне тут нравится, мне тут хорошо. Для того, чтобы заварить китайский чай, нужен кипяток, чай, чайник и такие вот всякие штуки разные. Пиалки, да. Столик для чаепития, чабань по-китайски. Сначала мы греем всю посуду.
Я думаю, вы уже поняли, что китайское чаепитие – это история не на 5 минут. То есть это вообще не на бегу.